На канале Абхазского телевидения выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в программе. Посетил строящиеся объекты. Президент совершил рабочую поездку в Гагарский район. Защитники Апсна. Акция памяти пройдет в Сухуми. На дежурстве круглые сутки врачи инфекционной больницы работают в усиленном режиме. В минувшие выходные президент Абхазии Рауль Хаджимба побывал в Гагарском районе с рабочим визитом, в ходе которого осмотрел ход строительно-восстановительных работ на ряде объектов. В поездке президента сопровождали премьер-министр Беслан Барцыц и глава администрации Гагарского района Заурб Ганба. Подробности рабочей поездки президента в репортаже Амры Амичба. Первый объект, который посетил президент в ходе рабочего визита в Гагарский район, это Бзывская абхазская школа имени Георгия Алшунтова. Более 400 учащихся учатся в школе, которая не ремонтировалась с 60-х годов прошлого века. Директор школы Рима Агрба рассказала Раулю Хаджимба, что количество первоклашек с каждым годом растет, поэтому есть необходимость в открытии новых классов. Из 40 классных комнат 20 отремонтированы из бюджета Гагарского района. Но коридоры школы и спортзал находятся в удручающем состоянии. Стены и потолок в некоторых классах по рекомендации строителей укреплены подпорками. На одной из стен в спортзале довольно глубокая трещина. Решение о том, что делать со стеной, ремонтировать ее или сносить и строить новую, решат после экспертизы специалистов. Затем глава государства осмотрел ход строительных работ в школе искусств, которая ремонтируется за счет районного бюджета и средств, перечисленных из фонда Хибла Герзмава. С сентября здесь будет размещаться и первая Гагарская школа, реконструкция которой заложена в инвестиционную программу. Около 2 лет двум школам придется делить между собой помещения. Но неудобств это не должно причинить ни учащимся, ни преподавателям, так как общеобразовательная школа и школа искусств будут работать в разные смены. В школе искусств ремонт почти завершен. Осталось очистить полы от строительной пыли. Инвестпрограмма школ Турухлара Ихаз Ван Загисахаван Ван Пикганда Чаджери Гадуп Убраян Хапип Шваи Хазартипс Рызыга Ускорудулан и Ацана Апучковахи Хонпертипши Ахзар. Ара Акутзагадам Зерги Юшуксара и Бачхаров Сухамадзан Шакала Хазнеевтипш. Рауль Хаджимба побывал в Старой Гагре на площади Нартов. Здесь после ремонта, который обошелся бюджету района в 300 тысяч рублей, начал функционировать фонтан. Также за счет районного бюджета собираются благоустраивать парк комсомольцев. Сейчас коммунальщики покосили траву, убрали мусор и устанавливают освещение. Ремонтные работы проводятся и у другого известного фонтана на площади у колоннады, ставшей одной из визитных карточек Гагры. Президент пообщался со строителями, которые заверили его, что к концу августа фонтан приобретет первозданный вид. Излюбленное место вечерних прогулок жителей и гостей Гагры, парк принца Альденбургского, занимает почти 14 гектаров. На его территории расположены ларьки, киоски и кафе, которым не место в парке. По словам главы администрации Гагарского района Заурб Ганба, все эти постройки временные, так как после включения реконструкции парка в инвестиционную программу для масштабных работ по благоустройству все строения будут снесены. На территории парка также находится здание летнего театра, который не функционирует все послевоенное время. Между тем, арендаторы летнего театра и здания на площади Нартов не предпринимают никаких шагов для восстановления объектов. Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что таких объектов, находящихся в аренде или собственности, но на протяжении многих лет не ремонтируемых, в целом по республике много. И настало время предпринимать в отношении хозяев кардинальные меры. Реализацию этого мероприятия по возвращению этих объектов в лоно государства, наверное, это необходимость. Иначе вот так они будут стоять годами, погибать. Поэтому я думаю, что нам надо жить. Глава государства был приглашен на фестиваль национальной одежды, проходивший в Гагре. Перед его началом президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барцыц, глава администрации Гагарского района Заурб Ганба, участники и гости мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу воинам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Затем все направились к месту проведения концерта, завершающего фестивальный день. Многие специально нарядились в национальные костюмы. Нарядные девушки и молодые ребята, взрослые и дети собирались на площади перед гостиницей «Абхазия». С экранов, установленных у сцены, рассказывали об истории абхазского национального костюма. Фестиваль завершился концертом, на котором выступили певческие и хореографические коллективы республики. Амра Амичба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
22 августа – День государственного флага Российской Федерации. Молодежная общественная организация «Абхазо-Российский молодежно-патриотический центр» поздравила россиян с Днем государственного флага. В поздравлении, в частности, отмечается: в государственной символике, как в зеркале, отражается история государства и народа, его традиции и менталитет. Флаг олицетворяет собой становление новой России, патриотизм, отвагу и единение граждан, вызывая чувство гордости за великую страну, за соотечественников. Молодежная организация пожелала россиянам верности идеалам, преданности великой и могучей державе. В Сухуми готовится акция «Защитники Апсны». Она стартует 30 сентября, День Победы и независимости Абхазии. Ее участники пронесут по центру столицы фотографии своих отцов и дедов, сестер и матерей, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после войны при выполнении служебных обязанностей. Нисфа Аршпа продолжит тему. В Абхазии готовится акция памяти «Защитники Апсны» по примеру движения «Бессмертный полк». Цель мероприятия – увековечивание подвига погибших в Отечественной войне народа Абхазии, сохранение памяти о доблести и героизме воинов, осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности поколений. А главное – возвращение чувства сопричастности к истории Апсны. Организаторы убеждены, в Абхазии необходимо увековечить именно тех, кто принес нашему народу победу. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года погибло 1707 бойцов. Эти 1707 фотографий мы аккумулируем здесь и потом с ними работаем. При исполнении служебных обязанностей в Гале, в Гальском районе и в других местах погибло 371 человек. И включаем добровольцев 284 человека. Подготовительные работы начались месяц назад. Создан оргкомитет, в который вошли представители Министерства обороны, культуры и историко-культурного наследия, Музея боевой славы. Возглавил оргкомитет вице-президент Виталий Габния. Инициаторы и основные организаторы акции «Защитники Апсны» – Ассоциация женщин-инвалидов, участниц Отечественной войны народа Абхазии. Убедительная просьба к населению Абхазии, ко всем гражданам. У кого есть фотографии тех ребят, которые погибли, тех девочек, которые сложили головы наших медсестер, приносить эти фотографии в самое ближайшее время, до 5 сентября, в офисы, где будут приниматься эти фотографии. Фотографии можно приносить в офисы Ассоциации инвалидов Отечественной войны во всех районах страны до 5 сентября. В Сухуми фото принимаются в Ассоциации женщин-инвалидов, участниц Отечественной войны народа Абхазии. В этом году акция пройдет в республике впервые, и организаторы надеются, что в будущем памятное мероприятие расширит свой формат. В следующих акциях мы планируем увеличить число и фотографий, и шествия оно увеличится за счет тех же наших бойцов, погибших, которые не менее сделали тоже, они же участники войны, которые погибли от полученных ранений. Разве мало после войны погибло от того, что ранены были, заболевания были? Они защитники Апсны, и их, это уже в будущем, мы на будущий год планируем тоже в эту акцию включить. Нисфа Аршпа, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Прием фотографий для проведения акции «Защитники Апсны» погибших бойцов во время войны и участников войны, погибших при выполнении служебных обязанностей в послевоенный период, производится в офисах Ассоциации инвалидов в районах Абхазии. В Сухуми в офисе Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий, находящейся по улице Абазинская, 59. В Ткварчале в офисе Союза инвалидов войны по улице Апсилов, 6. В Ачамчире в Ассоциации инвалидов района по улице Гуля, 52. В Гулрыбше в офисе Ассоциации Абжиуа на площади Конституции, 6. В Гудауте в Ассоциации инвалидов по улице Маргания. И в Гагре в Кабарце. Сухумская городская инфекционная больница практически переполнена. В летний период ежедневно сюда поступает до 80 человек. Большая часть из них – дети с симптомами кишечной инфекции. О том, как справляется персонал с таким потоком пациентов и как происходит медикаментозное обеспечение больных, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Сима Аргон.
С фиксой на руке в этой большой палате спит маленький Артем. Несколько дней он ничего не ел. У него диарея и повышенная температура тела. И даже плач ребенка, доносящийся с коридора, не может его разбудить. Мальчик обессилел из-за обезвоживания организма, но теперь уже состояние Артема стабильно. Мы приехали из Санкт-Петербурга отдохнуть со старшей дочерью 4 года. Но вот, слава богу, она здорова. Вот, а с малышом мы попали на 6-й день в больницу с кишечной инфекцией. Попали сюда вчера, приехали. Нас сразу госпитализировали из-за обезвоживания. В Сухумской городской инфекционной больнице приходится работать круглосуточно и ежедневно. Количество людей, обращающихся за помощью в это медицинское учреждение, как обычно, летом увеличивается в разы. 60-80 человек в сутки, из которых 90% дети. Детское отделение заполнено полностью, во взрослом частично, но в основном, конечно, нагрузка идет только на детское отделение. Но за сутки поступает около 80-90 человек. Это только за сутки, не говоря уже о днях наших рабочих. И поступают с жалобами, естественно, это рвота, жидкий стул, высокая температура. Вода, продукты и грязные руки – это главные пути заражения кишечными инфекциями. Они вызываются разными возбудителями, но имеют общие симптомы – диарея, рвота, интоксикация, повышенная температура. Причин, конечно, может быть много. Во-первых, мы собираем анамнез. Некоторые говорят, что они были на море, хлебнули там воды, и у них вот возникают вот эти первые симптомы тошноты, рвоты, жидкий стул. Ну и мы не исключаем, конечно, ротавирусную инфекцию и погрешности в питании. Сухумская городская инфекционная больница рассчитана на 70 мест, из которых половина коек выделена на детское отделение. Сегодня оно переполнено. В сутки всего один педиатр ведет прием здесь и еще 2 врача-инфекциониста во взрослом отделении. В больнице острая нехватка специалистов. 3 врача и 12 медсестер – основной персонал больницы. Поэтому для работы с детьми в летний период вынуждены привлекать медиков из других медицинских учреждений. У нас бывают случаи, когда мы просим консультировать врачей детской поликлиники, хирургов, невропатолог. И должна сказать, они всегда приходят нам на помощь, консультируют, помогают. Но дежурство приходится взрослому врачу оставаться на дежурство и принимать как детских, так и взрослое население. Проблема также в медикаментном обеспечении. Вот хотелось бы вот на будущее, на 2017 год, при утверждении бюджета, то, что мы запланировали, чтобы нам не урезали. Потому что мы всегда учитываем вот кризисный, вот так летний период, зимой тоже гриппозное состояние. Если нам дадут то, что мы планируем, мы, конечно, будем справляться. Большая часть пациентов – приезжие. Процесс акклиматизации, ослабляющий организм, плюс различные инфекции, подхваченные в морской воде, становятся причиной серьезных заболеваний. Зачастую людям требуется немедленная госпитализация. Однако больница не в состоянии содержать всех в стационаре. Не хватает мест. А вот с медикаментами дела получше. Препараты для оказания первой помощи выдаются бесплатно. Первую помощь, конечно же, мы здесь оказываем всем больным. Это инфузионная терапия, делаем назначение, антибиотики. Если они у нас стационарные больные, то есть если остаются, то первые сутки, естественно, это все бесплатно. Все препараты, которые находятся, это все только стационарные лекарственные препараты. Но то, что есть, мы выдаем. Тех, которых нет, конечно же, мы уже говорим им, чтобы они покупали и приносили с собой. Помимо острой нехватки кадров, сама больница находится в удручающем состоянии. Здание нуждается в капитальном ремонте. Но врачи исправно выполняют свои обязанности, заменяя друг друга, ведут круглосуточный прием. Все необходимые анализы проводятся на месте, кроме бак-посева. Его ежедневно отправляют в бак-лабораторию. В общем, несмотря на возросшую нагрузку в летний период, больница справляется с объемом работы. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение. С 17 по 20 августа Генеральная прокуратура проверяла деятельность Рицинского реликтового национального парка. Об итогах этой проверки директор парка Рита Лолу рассказала газете «Нужное». Прокурорская проверка велась с 17 по 20 августа на контрольно-пропускном пункте Рицинского реликтового национального парка. По ее результатам, как отметила Рита Лолу, все данные, которые руководство парка предоставляло правительству, соответствуют данным прокуратуры. По словам Лолу, самыми посещаемыми месяцами являются июль и август. В этот период парк посещает от 4 до 7 тысяч туристов в день. Пик посещаемости пришелся на 15 августа. Тогда на Рицу заехало 7759
выставить гостей Абхазии. Директор Ритинского парка также подчеркнула, что помимо туристов, которые оплачивают билеты, большое число людей посещают парк бесплатно. Это граждане Абхазии, добровольцы с семьями, экскурсии из ДНР и ЛНР, а также различные высокопоставленные гости Абхазии. Трое суток велись поиски 4 жителей Москвы, вышедших 8 августа пешим маршрутом из села Джамдара Гудаутского района в село Псхо, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. О том, что люди пропали, спасателям стало известно лишь 3 дня назад. Сотрудники МЧС привлекли авиацию, так как наземные поиски ни к чему не привели. И вечером в понедельник пропавших туристов обнаружили примерно на полпути к горному селу Псхо. Все 4 живы и здоровы. А вот поиски в Гагарском районе пока не дали результатов. МЧС Абхазии накануне в Гагарской акватории в устье реки Жайквара утонул гражданин Украины Сергей Малочкин. 1951 года рождения. Работу сотрудников МЧС осложняет сильное подводное течение. Поиски в морской акватории продолжаются. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 23-25, днем 32-34 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.